Ледоход уже в Якутске. Уровень воды составляет чуть больше 300 сантиметров при критическом в 1000. Если вода превысит эту отметку и подтопит прибрежные территории, пострадавшие смогут обратиться за помощью в эвакопункты, готовность которых оценил Павел Танин. Ночь в Якутске прошла спокойно. Несмотря на опасения того, что именно с 7 на 8 мая на территории города уровень воды начнет резко подниматься, ситуация сложилась иным образом. Так, в районе Табагинского мыса поздним вечером вода полностью отступила от берега, оставив на своем месте лишь льдины. А за ходом льда по центру реки традиционно приехали наблюдать жители города. Каждый год ездим смотреть на ледоход. Я здесь родился, в городе Якутске. Меня родители привозили на ледоход. И это как ежегодная традиция ездить, смотреть. Ну, красиво. Сама наша река Лена очень красивая. И на нее доставляет удовольствие смотреть даже. Приехала с бабушкой, дочери и 2 внука. Приезжаем каждый год посмотреть. Мы как набираем энергии типа на все лето. Она вот просто посмотреть природу, сама по себе мощь. Тем временем в здании профессионального училища номер 16 был организован эвакуационный пункт. В спортзале расположились кровати, тренерская превратилась в комнату матери и ребенка. В холле учебного заведения организован медпункт. Однако сегодняшней ночью не нашлось людей, которым была необходима помощь пункта. Ведь уровень воды в районе Даргалаха также упал. Такая же ситуация обстояла и в районе Тулагина-Кильдямцев. Как видите, у нас без изменений. Вода идет, река по своим руслам. А 6 до 8 числа пока угрозы нет на населении Тулагина-Кильдямского наследия. Что интересно, в районе Кангаласского мыса, который по течению реки находится дальше Табагинского, на водной глади лед практически отсутствует. Но утверждать то, что этот факт является признаком того, что сезон паводка для Якутска закончен, не стоит. Павел Танин, Василий Слепцов. Новости столицы.